Здравствуйте, вы смотрите интервью дня в студии я, Орлана Байду. Сегодня у нас в студии очень интересные гости в плане международных отношений. В гостях Ондарол Урдумай Орланович и Ху Линфан. Здравствуйте. Здравствуйте. Нихао. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Хотелось бы узнать о вашей жизни в Китае. Я так понимаю, вы также проживаете в Китае? Да, все верно. Я проживаю в Китае уже с 2012 года. И непрерывно все эти годы нахожусь там. Иногда раз в год, может быть, приезжаю отдыхать, встретиться с родителями, с родными и близкими. Вот. И в основном все время живу в Китае. А что же касается вас, расскажите немножечко теперь о себе, чтобы наши зрители понимали, с кем мы имеем дело. 你可以先自我介绍一下，你是哪里？大家好，我叫胡林芳，来自中国的浙江。我们浙江 Всем здравствуйте, меня зовут Ху Линфан, я из провинции Чжэцзян. Чжэцзян считается в Китае одним из индустриальных провинций, там, где очень много заводов, фабрик, и там людей из провинции Чжэцзян считают больше бизнесменами. Очень интересно. И как раз-таки вот о бизнесе. Я так понимаю, вы занимаетесь коммерческой деятельностью. Немного расскажите, пожалуйста, о своей коммерческой деятельности именно в Китайской Народной Республике. 我们浙江人比较就是我们那个板块是非常喜欢做。У нас в провинции очень много бизнес-проектов. Это еще считается немножко семейным бизнесом, потому что семья управляет всем бизнесом. И когда-то дедушка начал, сын дедушки, да, вот отец, дочь, и вот сыновья и так далее. Они вот в основном, каждая семья в провинции занимается каким-то своим бизнесом, они выбирают свою нишу, и они поддерживают этого бизнеса на протяжении уже сотни лет. У них бизнес в плане свиноводства. Они занимают лидерные позиции в своей провинции по бизнесу всей этой тематики. Да. Ну, более 100 лет, это, конечно, звучит очень прям так мощно. Я так понимаю, в Китайской Народной Республике, как и у нас в республике, очень ценятся именно семейные ценности, и это очень приятно слышать. Думаю, всем нашим зрителям будет очень интересен вопрос, именно касающийся ваших доходов. И в этой связи хотелось бы узнать, возможно, у вас есть какие-то советы нашей тувинской молодежи, чтобы мы также смогли достичь такого же успеха. В самом начале нашего этапа продвижения в бизнесе я, получается, из вообще из всей России, я, наверное, не побоюсь даже сказать, что единственный, кто вошел в торговый центр, самый большой крупный торговый центр Китая, называется Ванда Плаза. Вот, и там открыли маленький свой бизнес по мороженому и кондитерке, получается. И на данный момент у меня еще есть импортно-экспортная компания, которая вот непременно на данный момент из России мы закупаемся ингредиентами для наших мороженых. Вот в этом плане мы только-только начали развиваться с 2021 года. Какие советы вы могли бы дать нашей тувинской молодежи, чтобы достичь такого же успеха? В моем случае это не бояться. Если есть какая-то цель интересная, можно ее воплотить, даже видеть где-то дорогу. Нужно просто идти, спрашивать, стучаться во все двери. Обязательно кто-то в конце концов откроет эту дверь и скажет: вот у тебя хорошая идея, давай начнем работать. 首先 作为年轻人 Во-первых, самое главное это не бояться, а второе, самое главное это выучить какой-нибудь второй язык. Это поможет расширить кругозор, расширить круг общения людей, и тогда можно будет получать еще больше опыта, прямо в жизненном опыте, либо в любой другой сфере, в том же самом бизнесе. Думаю, вы многих замотивировали прямо. Надеюсь. И вот как раз-таки о партнерах хотелось бы узнать более подробно. Именно с какими партнерами вы контактируете, получается, у нас в стране? Так как мы только в начале нашего пути, и мы почти что никого не знаем, кто из бизнес-сфере людей, ни в блогерстве, но в Туве я знаю, вот у меня вот Алаш знаю, да, там мой брат выступает, Хунгуртю, там мой дядя. Вот в этом плане в Туве я знаю. А вот в плане вот взять всю Россию,
почти что никого нет. Только вот самых известных, которые там в интернете выкладывают. Расскажите, пожалуйста, на своем примере, как правильно выстраивать бизнес-партнерство именно с Китаем? Как мы говорили до этого, это, во-первых, самое главное, это выучить их язык. Второе, выучить их культуру, их ценности и вообще менталитет. Менталитет – это самое важное. И когда вот весь этот аспект у тебя будет уже в голове, ты уже можешь устраивать с ними хорошие долгосрочные отношения, потому что они уже видят в тебе своего, да, а не как какого-нибудь иностранца, да, который приехал, что-то там сделал и уехал. Как мне вот однажды мой предыдущий начальник, босс, мне говорил, что нужно сперва быть хорошим человеком, а потом уже делать какие-то бизнес-проекты. Вот. Ну и тогда ты достигнешь успеха. И тогда, да, достигается успех. Самое главное быть хорошим человеком. Спасибо. А в чем основная специфика бизнес-партнерства с Китаем? Какие основные особенности, аспекты человек должен учитывать, если он планирует переходить на международный уровень? 我认为首先一定要在那边 Самое важное, это нужно сделать исследовательскую работу, посмотреть, какие ниши или вообще какие-то варианты есть открытые в Китае. И нужно иметь больше друзей, которым можно 100% довериться. Допустим, ты хочешь войти в Китай, заняться каким-то бизнесом, открыть свою компанию. Тебе нужно иметь именно таких друзей. А если у тебя нет таких знакомых, друзей, то ехать туда и с самого нуля быть более общительным. Дома не ужинать одному. С кем-то познакомился на улице, идешь, общаешься, дружишь, и тогда появляется больше знакомых. Если как получается с нуля все делать, то это очень и очень сложно. А если у тебя уже есть какой-то бэкграунд за собой, очень много денег, то можешь сразу идти, уходить на правительство и уже на уровне правительства делать какие-то инвестиции, проекты. Очень любопытно это было услышать. 那其实做 business 都是一样的。 В принципе, делать бизнес в любой стране, в принципе, очень похожая система. Возможно, наши земляки смогут обратиться к вам за помощью? Смогли бы вы как-то помочь своим землякам? Конечно, если они будут писать, звонить, там, выходить на связь, я очень готов помочь и выслушать какие-то интересные проекты. Будем думать вместе над ее реализацией. А как вас можно найти? Я так понимаю, в социальных сетях? В социальных сетях возможно, но я в основном нахожусь в китайских социальных сетях, потому что у меня сейчас есть проект. Я на весь Китай единственный, кто говорил про Туву и нашу культуру. У меня сейчас получается аудитория. За 3 месяца медийной деятельности у нас уже подписалось более 30 тысяч подписчиков. Да, и всем очень интересно узнать, что такое Китай, что такое Тува, что такое Тану Рянхай, да, потому что в истории мы были частью Китая, частью Монголии, да, всем это очень интересно узнать, как же живут настоящие тувинцы. И есть еще тувинцы в Китае и в Монголии, да, допустим, китайских тувинцев, их численность около 2000 человек в районе Ханас. Вот. И там тоже есть люди, которые тоже очень интересно пишут мне на чисто тувинском каком-то старинном, потому что я вырос в самом Кызыле, у меня какой-то такой современный тувинский язык, да. И они вот на таком старотувинском таком на языке, иногда можно даже их не понять, да. У них нет слова эки, да. У них есть амрменде, да, вот в таком ключе, да. Ну, я так понимаю, вы поддерживаете связь и периодически разговариваете на своем родном языке. Да, я стараюсь со всеми тувинцами, да, по всему миру общаться на тувинском языке. И вот я даже сейчас приехал в Кызыл, тут тоже здесь общаюсь, стараюсь больше общаться на тувинском языке. Вернувшись в Кызыл, в Китае у меня не будет такого наслаждения общаться на родном языке. Ну да, это в принципе понятно. А помимо вас, каким образом популяризируется, получается, тувинская культура в Китае? Вообще знают о нас, нет? Много людей знают про тувинское горловое пение хуэмэй. И очень много людей ездят ходят на концерты наших артистов. В прошлом году приезжали группа Хунгуту, приезжала группа Алаш. И почти каждый раз на их концерте было sold out.
Да, все билеты выкуплены, люди стоя смотрят, там фотографы приходят и так далее. Каждый человек хочет с ними фотографироваться, привозят, там даже есть их ученики даже, да, которые сами, слушая их выступления, их живые концерты, учатся сами по себе, учатся горловому пению. Вот. Они даже там свои собственные группы создают. И в знак уважения, допустим, привозят ходак, да, белый ходак с чаем, там, и в конце, там, когда все другие фанаты отходят, они приносят, говорят спасибо, там, перед ними выступят и скажут, типа, послушайте, пожалуйста, как у меня это выходит, я не могу дойти до такой ноты, да, я не могу сделать так. Наши артисты во всем сильно помогают. В популяризации, да. Да, это здорово, что и в Китае, получается, наша тувинская культура, она также расцветает. Хулинфан, а вы впервые у нас в республике? Как давно вы сюда прибыли? Как вам наша республика? 是的，我是第一次来图瓦。 Да, я впервые в Туве, и у меня только два слова. Очень впечатляюще, очень завораживающе. Да, я побывал в очень много странах, в Канаде, в Америке, в Тайване, в Сингапуре и так далее. Но Туа оказалась таким местом, которое невозможно представить. Вот, получается, Тумая пытался мне рассказать о своей родине, сказать, что как она красива. Но могла представить как-то, да, но это было уже вне всех воображений. Но когда она приехала сюда, она реальными глазами увидела, что здесь очень и очень красиво. Очень приятно слышать. Хотелось бы затронуть тему CCTV. Насколько мне известно, в рамках сотрудничества с нашей республикой наш медиахолдинг в том числе начнет сотрудничество именно с CCTV. Каким образом вы познакомились с представителями телевидения? Да, это все началось после того, как я начал вести свою социальную жизнь, получается, да, медийную жизнь. Я начал выкладывать в ТикТоке всякие ролики про где я живу, про свою родину, про скульптуру, да, про историю. И тогда перед приездом в Хюнгюрту, получается, их телеведущий, его русское имя Тимур, он очень хорошо говорит на русском языке, написал мне, говорит, вот из Тувы приезжает группа Хюнгюрту, я у них буду брать интервью. О, отлично, интересно, надо познакомиться. Он у меня спрашивал, как их фамилии, имена пишутся, отчество, как ударение, да. Все это он у меня спрашивал, и так мы познакомились. В итоге, получается, мы съездили в Пекин, когда еще следующая группа наша, Алаш, приезжала с выступлениями. Мы съездили в Пекин, мы познакомились с Тимуром уже на месте. И он мне предложил такую историю, потому что CCTV очень большая медиакорпорация, получается, она во всем мире очень известная. И они уже сотрудничают со многими городами России, так и Якутия 24, там Первый канал. Мой друг Тимур очень сильно любит Туву, особенно горловое пение, очень тоже сильно увлекается историей. Он предложил вот такую идею, что привести в Туву сотрудничество вот с каналом CCTV. А какие планы развития, допустим, наших медиаотношений, что планируется в рамках сотрудничества? Я считаю, что для нашей республики, для нашего народа это очень большой шаг вперед в плане популяризации нашей культуры, нашего языка, чтобы весь мир, да, не только Китай, знал, что есть такие тувинцы и что мы очень самобытные. У канала CCTV есть большие ресурсы для этого. Все, что нам нужно делать, это писать собственные репортажи специально для CCTV и отправлять им, делать какие-то прямые видеосвязи, общаться. Допустим, скоро идет Шага, а во время Шага, то есть китайского Нового года, в прошлом году они били рекорды, с каждым годом бьют рекорды. По просмотрам? По просмотрам, да. Число уникальных просмотров в проведении китайского Нового года было 5 миллиардов пользователей. Вот. Это большая аудитория. Это просто огромнейшая аудитория, и было бы вообще прекрасно, если 5 миллиардов смогли бы увидеть, а как же празднуется у нас Шага. Да. Это было бы прям вообще здорово и шикарно. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы планируете привлекать инвесторов?
首先，我觉得图瓦这么美好的环境， Самым главным бизнесом, мотиватором, что для развития определенного региона, это является туризм. Так как Тува имеет очень большой неограниченный запас красот, пейзажи, водопады, реки, флора, фауна очень красивая. Есть очень большой фундамент для развития туризма. Туризм будет привлекать новых инвесторов, допустим, в плане строительства отелей, ресторанов и других каких-либо проектов. После создания туризма, как мы уже процветем в плане туризма, можно уже привлекать и другие отрасли, допустим, строить какие-то фабрики, дороги и тому подобное. Это все уже сопутствующие бизнес-проекты уже придут. А можно немножечко поподробнее, пожалуйста? Вот, возможно, есть какие-то уже прям планы намеченные, каким образом вы готовы сотрудничать с предпринимателями в нашей республике? 有啊，我们这次就是为了来考察的。 Да, у нас, конечно же, имеются такие планы, но в самом первом этапе это у нас исследовательские работы в Туве. В каких отраслях, в каком сегменте мы можем развить поиски инвесторов в Туву. И у нас в Китае есть очень много комьюнити инвесторов, которые, допустим, 200 человек находятся в одном комьюнити. Им каждый день приходят какие-то идеи для инвестиций, да, стартапы какие-нибудь. Они могут это видеть и инвестировать. Самые перспективные проекты в плане, допустим, даже строительства турбаз каких-нибудь, да, интересных, красивых. И все в этом ключе. Ну, думаю, наши земляки сами бы с радостью бы посетили бы эти же турбазы. Да, да, конечно. У вас есть конкретная команда, собранная в Китайской Народной Республике, либо же у нас в Туве, которые полностью поддерживают ваши идеи? 我们在图瓦的团队在考察结束之后马上可以建立起来。 У нас в Китае уже имеется маленькая команда, но в Туве мы будем сейчас собирать команду после исследовательских работ, которые мы сейчас проводим. А надолго вы сюда прибыли? Мы прибыли сюда до конца января. Здорово. Очень приятно, что вы сегодня на студии. Возможно, у вас есть какие-то слова обращения к нашим землякам или у Хулинфан? 我相信图瓦这么美好的条件， Главное не бояться, потому что в Туве уже есть такой фундамент, большой, природа красивая, флора и фауна, и красивое будущее уже приходит, уже не за горами. Не надо бояться изменений. Спасибо за ваши пожелания. Урдумар Ирланович, возможно, у вас есть что-то землякам сказать? Я полностью соглашаюсь с тем, что сказала Хулинфан, что не надо бояться, что будущее приходит уже не за горами, то, что развитие Тувы – это обязательная часть, обязательный процесс, который мы должны пройти все вместе. И надо принять эти изменения, и не надо их бояться. Думаю, международные отношения нашей республики с Китайской Народной Республикой откроют полностью весь потенциал мощнейшей нашей республики. Да, все верно. Да, Именно спасибо. это я хотел сказать. Да. Напомним, что у нас сегодня в гостях Хондарол Урдумар Ирланович и Хулинфан. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо вам. 不客气，谢谢。 Вы смотрели интервью дня. До новых встреч в эфире.